Десятки тысяч невинно убитых, сотни сожженных сел. Вся Южная Осетия была охвачена кровавым огнем геноцида, устроенного грузинскими вооруженными отрядами в 1920 году. В Юго-Осетинском государственном университете прошел круглый стол к 105-й годовщине геноцида осетинского народа. Круглый стол организован ЮОГУ и администрацией президента Республики Южная Осетия. Его участниками стали представители руководства республики, законодательного органа, руководства и профессорско-преподавательский состав вуза, представители посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Мероприятие началось с видеоматериала, подготовленного университетским телевидением ЮОГУ ТВ, где потомки свидетельствуют о зверствах, чинимых над мирными жителями грузинскими вооруженными отрядами в 20-х годах прошлого столетия. Преступление, не имеющее срока давности, работу круглого стола открыла модератор, старший преподаватель кафедры всеобщей истории ЮОГУ Залина Бейстаута. Нас собрала за этим круглым столом одна из самых больших трагедий в истории осетинского народа. Ровно в эти дни, 105 лет назад, гвардейцами грузинского меньшевистского правительства большая часть Южной Осетии была предана огню, разрушена, разорена. Более 5000 человек было вырезано. Массовый исход мирного населения по заснеженным перевалам на север Осетии – это еще более 15 тысяч жертв. Все это однозначно подпадает под определение геноцида, данное соответствующей конвенции ООН. Непризнание геноцида опасно. В апреле этого года скорбная дата в истории Армении – 110 лет начала геноцида армян. Исторической науке известно, как Гитлер вдохновлял своих генералов и офицеров на подвиги во имя человечества против человечности и убеждал их в безнаказанности словами. Ведь кто помнит сейчас резню армян? Замалчивание геноцида опасно и влечет за собой еще более кровавый геноцид, свидетельствует тому новейшая история нашей Родины. Мы не имеем морального права молчать о преступлении, которому 105 лет, но которое не имеет срока давности. Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил, что цикл передач, созданный университетским телевидением о геноциде, это правда, о которой должен знать мир. Именно поэтому каждая передача сопровождается титрами на английском языке. Вадим Тедеев отметил, что ЮОГУ уделяет огромное внимание истории своего народа, и это важно, особенно в современном мире. Наше университетское телевидение проделало огромную работу. Я даже еще спрашивал, говорю, это же ваши кадры, когда вот со слов предков, со слов родителей, дедов, бабушек, они вот пересказывали вот эти все страшные события. И они просто сделали так, что был эффект устаревших кадров. А так все, которые там нам рассказывали об этих страшных событиях, это все авторская работа нашего университетского телевидения. Но это небольшая часть, это был целый цикл передач, и на самом деле там многочасовой такой цикл. Но это мы все выставили в интернет, если вы заметили, там еще идут титры на английском языке, потому что мы-то сами знаем, что тогда происходило, что происходило потом в последующие годы. Но именно то, что мы туда уже включили и титры на английском, чтобы весь мир знал, что происходило тогда, что происходило вчера и что может произойти завтра. Я хочу еще подчеркнуть, что такого рода мероприятия у нас проходят в Юго-Осетинском университете регулярно. Это касается и столетия геноцида осетинского народа. Мы проводили тогда тоже масштабные мероприятия. В этом году мы празднуем 80-летие со Дня Победы над фашизмом. Кому это говорю, что мы уделяем этим датам, этим событиям большое внимание. Я хочу отметить, что университет дальше будет делать все возможное, чтобы позиции осетинского мира, популяризация осетинского языка, великой осетинской культуры
приумножалась, чтобы она была всегда на слуху, это мы как бы гарантируем. Точно так же, как будем популяризировать и в дальнейшем великую русскую культуру. Для этого у нас есть все возможности, а все, кто сегодня принимает участие в нашем мероприятии, всем еще раз спасибо, что и нашли время, и провели вот такую активность. Стереть осетинский народ с лица земли – задача, которую поставила перед собой грузинская власть. От имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева выступил госсоветник президента Батрас Бегизов. Уважаемые участники круглого стола, деятели науки и культуры, представители общественности. 105-я годовщина геноцида осетинского народа – это не просто историческая дата. Она является открытой кровоточащей раной в сердце каждого осетина. В 1920 году Южная Осетия стала ареной чудовищной трагедии. Десятки тысяч невинных людей были уничтожены грузинскими меньшевиками, стремившимися стереть с лица земли не только осетин, но и саму память о них. Геноцид 1920 года оставил неизгладимый след в истории осетинского народа. Разрушенные села, сожженные дома, массовые расстрелы и изгнание десятков тысяч людей с родной земли – все это является свидетельством зверств, совершенных в отношении нашего народа. Это кровавое преступление стало не только физическим уничтожением народа, но и попыткой сломить его дух, лишить его исторической памяти и культурного наследия. Сегодня, спустя 105 лет, осетинский народ продолжает строить свое будущее. Опираясь на уроки истории, мы помним о трагедии 1920 года и делаем все возможное, чтобы подобные события никогда не повторились. Мы стремимся к миру и стабильности в регионе, к укреплению дружественных отношений с соседними народами, к сохранению в своей культуре идентичности. Память о жертвах геноцида – это наш долг перед прошлым и наша ответственность перед будущим. Президент Республики Южная Осетия Гаглоев Алан Эдуардович. Бережное и чуткое отношение осетинского общества к истории своего народа дорогого стоит, отметил Игорь Терзян, советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Уважаемые участники круглого стола, во-первых, хотел передать всем слова приветствия от чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Ахметова Марата Мировича и пожелать плодотворной научной работы участникам этого мероприятия. Со своей стороны хотел бы отметить бережное и чуткое отношение юго-осетинского общества к своей истории. Достаточно вспомнить, Вадим Батазович упомянул, целая серия была круглых столов, посвященных Великой Отечественной войне, как изучению проблемы в целом, так и именно участию юго-осетинских представителей в этой кровавой битве, в которой мы победили. И дорогого стоит, что и события далеких дней, от которых отделяют нас более 100 лет, тоже являются предметом научного изыскания, научного спора, потому что трагические события, которые были вообще на всем Кавказе и вообще во всей России после Октябрьской революции, в период гражданской войны, они нуждаются еще в своем тщательном, кропотливом исследовании, в том числе и части Южной Осетии. Помнить нельзя забыть, ведь после 20-х годов геноцид осетинского народа грузинами повторялось не раз. Это и 1989 и 2008 года, отметила министр культуры Республики Южная Осетия Рада Загоева. وما شنسون كاننج أشرن قطع كد آدم كد ناطي أفتا نمی نیوگیس روح کنم بارم تنگ بیرم ای خاطن بارم امتانه ایستوری و در فسته مروز داخم بایدا و آخم شوتم کشتنن زغم بایدانج را دون خاط نیافتگنن نگنن نه در روح کنن اما نه در بارن السجم وصفيروخ كتم ما فستمس فالخطست ناتشناليزم افدي سنتدر
استایموست کرونه نوتموست رویدیان فصل در تا دوامین شپرموست در دوامین استموست در آبون وکجگناشت ایمال قوی فل در جورن رمست ریسپوبلیکا میدگنه ریسپوبلیکا فلگرتنه فلقتمه خسن ошит има. Геноцид осетинского народа – это тема, которая всегда будет на повестке дня. На круглом столе научное сообщество представило доклады, рассматривая события 1920 года с разных аспектов – исторической, правовой и других. Помнить – короткое, но самое важное слово для памяти тех, кто ценой своей жизни защищал Родину во время Отечественной войны. Перед Юго-Осетинским госуниверситетом прошла всемирная акция «Свеча памяти», приуроченная к 84-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. 22 июня ровно в 4 часа 1941 года Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Великая Отечественная война. Это было очень страшно, это было очень жестоко со стороны фашистов, немецко-фашистских захватчиков, но другого выхода уже не было, и наш народ стал плечом к плечу, и прошли мы те суровые годы войны, и высоко поднятой головой все, и по сегодняшний день гордимся тем великим Днем Победы. На экране представлены фильмы о войне, а у главного здания университета уже собираются люди, студенты, преподаватели и просто прохожие. С одной стороны разложены разные игры, в которых может поупражняться и помериться силами каждый желающий. С другой, в слегка прохладный летний вечер студенты угощают горячим чаем и сладостями всех, кто пришел почтить память ушедших на фронт и тех, кто вернулся. Памятное мероприятие организовано Юго-Осетинским госуниверситетом, Русским домом в Схинвале, участниками программы «Новое поколение». В этом году весь праведный мир отмечает 80 лет Великой Победе. Но какой ценой она была завоевана, знают потомки победителей. Не только в Южной Осетии, не только в России, но и на территории всего бывшего Советского Союза, невзирая на какие-то трения, проводится акция «Свеча памяти». В этом году мы отмечали 80-летие Великой Победы. И каждый из нас со школьной скамьи знает эти страшные цифры. Более 26 миллионов тех, кто не пришел с полей сражений. Мы помним. Эту акцию поддерживают русские дома во всех уголках мира. И мы благодарны, что Южная Осетия так чтит память наших предков. Мы очень благодарны руководству Юго-Осетинского университета за ту поддержку, которую они оказывают и нашей деятельности в общем, и в частности, конечно же, за то, что они поддерживают такие значимые акции. 22 июня 1941 года в 4 часа утра размеренная спокойная жизнь была разрушена страшной вестью, разделившей жизнь советских людей на до и после. Песни военных лет звучали в исполнении студентов ЙОГУ. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы умолкаем, глядя в небеса. И растает дым, и увижу я тишину полей. Воет 100 ветров о друзьях моих, не вернувшихся. Кто же знал из нас, что все будет так после тех боев, что не каждые не придут домой и не увидят мать. Народ как один стал перед общим врагом и защитил свое отечество, а наш священный долг помнить. К собравшимся обратился советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Игорь Терзиан. 84 года назад, тоже в теплый
летний вечер, в самую короткую ночь, день летнего солнцестояния, тоже молодые люди, такие же, как вы, полные планов и надежд, отмечали окончание школы. Какие-то люди собирались или играли свадьбы. У них была масса планов на их жизнь. Но в эти замечательные планы вмешался фашизм, который пришел на нашу общую землю, на нашу советскую родину и хотел ее растоптать, хотел поработить наш народ, но этому не суждено было сбыться, и этому не суждено сбыться никогда. Такие же молодые люди, юноши, девушки грудью стали на защиту нашей страны, не жалея своих сил и собственной жизни. Заплатили дорогую цену за эту победу, но это наша победа, она с нами на всю нашу жизнь, она была в сердцах наших дедов и прадедов, многие из которых уже ушли из жизни, она в сердцах наших родителей, это наша победа. Важно помнить и чтить подвиг, совершенный советскими народами. В ходе мероприятия свечи памяти были награждены серебряные призеры и победители акции «Диктант Победы», к которому ежегодно присоединяется Южная Осетия. Благодарностями были поощрены и учителя школ города, помогавшие в подготовке проведения акции. И сейчас мы хотим отблагодарить соорганизаторов, ну и также участников «Диктанта Победы», набравших наивысшие баллы. Для детей, которые набрали 23, 24, 25 баллов, мы от Русского дома приготовили небольшие подарки. Наступил самый главный момент акции – зажечь свечи и выложить слово «помнить», которое так много значит для поколения победителей и всех нас, кто вырос на подвиге старших. Это радость со слезами на глазах. Дружно, громче. День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Прошу соблюдать тишину. Идет защита дипломных работ у студентов специальности юриспруденция Юго-Остинского государственного университета. Служители Фемиды, взвесив все «за» и «против», готовы выступать перед участниками процесса Государственной аттестационной комиссией. Уважаемые судьи, то есть члены Государственной аттестационной комиссии, готовы выслушать ответчиков, коими являются студенты и юристы. Уверенные ответы студентов, почти дипломированных блюстителей права, дают понять, они четко разбираются в темах, выбранных для финишного этапа студенческой жизни. Актуальность исследования уголовно-правовых аспектов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств обусловлена следующими обстоятельствами. Транспорт оказывает существенное влияние на динамику и эффективность социально-экономического развития страны в целом и ее регионов, относится к числу отраслей повышенной опасности. В России аварийность в сфере дорожного движения остается на высоком уровне.
последствия которой выражаются в материальном и моральном ущербе как общества в целом, так и отдельных граждан. Ответы студентов удовлетворили членов комиссии. Знания, полученные за 5 лет обучения в Юго-Остинском государственном университете, полностью усвоены. Студенты это показали воочию. Все дипломные работы были написаны очень хорошо. Использовался как нормативный материал, так и монографическая, юридическая литература. И я хочу обратить ваше внимание на то, что качество дипломных работ было очень хорошее, они были содержательные, и более того, они очень хорошо защитили свои дипломные работы. Об этом говорит наша оценка комиссии. Всего было 4 дипломных работ, которые мы оценили на хорошо, остальные были оценены все на отлично. Студенты владели тематикой вполне, могли объяснить, пройтись по главам, и актуальность избранных тем, какое практическое значение они имеют. В общем, я могу подытожить, что вся комиссия была довольна и качеством дипломных работ, работой студентов, а также как они сумели их защитить. Саломи. Сурова наша память своенравна, в ней не найдешь смирения порой, в ней боль минувшая и что была недавно, навеки обретают облик свой, и сквозь времен промчавшиеся дали о судьбах повествуют непростых, как гибли в непокорстве, как страдали, поведает печальный этот стих. Рождался день безрадостно, тоскливо, бедою пахло в сумрачных горах, пропели петухи неторопливо, как вдруг раздались крики во дворах, и вдруг и вмиг село наполнила тревога. Спасайтесь, меньшевистские войска! Одна была на север лишь дорога. Через хребет опасно и узка. Послышались проклятия, крики, стоны, седлали, запрягали, кто быстрей, пустели сакли и хлева, загоны, а кто-то все бросал на палачей. Жила вдова, несчастная Саломе, с беспомощными дочками, одна на краешке селения, в ветхом доме, борясь с судьбой, отчаянно бедна. «О Господи, спаси!» — взмолилась к Богу, собравший в переметную сумму лепешки, соль, кувшин с водой в дорогу, схватила дочек, все кляла судьбу, о небеса, за что такую долю? Еще и крова сирот моих лишать, ведь и поплакать не могу я в волю. Куда, кому несчастным нам бежать? Кто пожалеет бедных нас, укроет? Как через горы снежные пройти? То вдруг волчицей раненной завоет. А что моих сироток ждет в пути? И потянулась вереница в горы, покинувших родные очаги, а снизу доносились разговоры, проклятые по следу шли враги, сжигали, беспощадно убивали, ни женщин не жалея, ни детей, и тысячами беженцами стали в Осетии многострадальной всей. Та, что постарше, Мелани, молчала, взвалив сумму на хрупкое плечо, ну а Сопи все хныкала, ворчала. Куда бежим? Зачем? Я не хочу. Здесь над селом тропа совсем сужалась, и люди шли по краюшку след в след, а Саломи к скале отвесной жалась, застрявшего коня тянул сосед. Спешили все подальше от селения, наслышаны о нравах палачей, в их зверствах гнусных
не было сомнения из разных, из свидетельств и речей. Устала, выбилась из сил Сопи, взмолилась: «Нана, давай немного отдохнем». Террасою поляночка стелилась, укутана туманным, мрачным днем. Да, мое солнце, лишь отойдем немного, там мы присядем, съедим, что Бог послал. Вот там, повыше, видишь, за отрогом, под сенью подперевших небо скал. Свернули от тропы совсем немного. От глаз чужих за кручу отошли, достали воду и чуть-чуть съестного, когда местечко тихое нашли. Но Саломи все не было покоя, все представляло гнусных палачей, что превратили мирный люд в изгоев, что дней лишили мирных и ночей. Вдруг тишину стрельбою разорвало, заполнило зловещим эхом все, и зыбкое тумана одеяло назло, как будто ветром разнесло. Догнали, Боже, не спошли спасение, укрой моих сироток, пожалей, не дай увидеть жуткого мгновения, не дай быть развлечением для свиней. Вскочила Саломи, забыв усталость, схвативши дочек и закрыв собой, исчезло все, вдруг в прошлом все осталось, лицом к лицу с предательской судьбой. Она рванулась, как тигрица, к лесу, но всадники загородили путь. Она к скале, к безмолвному утесу, а дальше пропасть, бездна, не свернуть. Подняв Сопи, она ступила к краю, прижавши крепко Мелани к себе. Твою я, Боже, волю принимаю и покоряюсь полностью судьбе. Затем презренным удостоив взглядом, вовсю поднявшись, молодую стать сказала: захлебнетесь своим ядом. Кто породил вас? Дьявол, но не мать. Вам не простятся ваши злодеяния, и кровью изойдете вы за нас, за горе наше и людей страдания. Как приговор звучал предсмертный глаз. И к пропасти шагнула хладнокровно, вдруг оторвавший дочь, собравший дух, и сбросила Сопи. Безумно словно растаял детский крик, сразивший слух. А Мелани от ужаса застыла, невольно отстранилась было прочь, но Саломи в отчаянии завыла, схватила и к груди прижала дочь. В последний раз простор окинув взором и не приемля вражьего суда, не сломлена, вознесшись над позором, шагнула гордо с точкой в никуда. Сомкнулась бездна в тишине бесстрастно и поглотила жуткий детский крик, и в смерти стала Саломи несчастна, и горы помнят тот суровый миг, и помнят, сколько там нашло кончину, в надежде от жестокости уйти. Жизнь не смогла назвать на то причину, и оправдания не смогла найти.